вы считаете, что по месту отбывания наказания, да? Да. Это считают этим, да? Это ускорило бы разрешение Ну, вопросов, да. возникших при исполнении приговоров. М? Это ускорило бы процесс разрешения вопросов, возникших при исполнении приговоров. Потому что все осужденные к лишению свободы отбывают в основном в Чуйской области со всей республики. Пока это мы будем направлять заявление или ходатайство о пересмотре по новым обстоятельствам в региональные суды, пока их не поступит к нам это время, пересиживает осужденные. Исходя из этого позиции, короче. Продолжайте. Ясно. У меня к вам вопрос. Вот в отношении осужденных в других странах, и которые по соглашению, межправительственному соглашению отбывают наказание на территории уже, я имею в виду граждан нашей страны, имею в виду, да? У них как происходит? Ну, Верховный суд подтверждает приговор. А в дальнейшем как? Вот как учитывать время, которое они там находились в следственных изоляторах? Каким мне вот потом вот пересылка, да, там, как у них вот это называется, их перемещение тоже, насколько известно, оно тоже такой довольно длительный процесс, пока они прибудут сюда, да, находясь. Поэтому это какая форма является вообще вот их перемещения? Это к какому режиму, не знаю, приравнивается? А? Есть какие-то вот? Вообще, согласно Уголовного кодекса, предварительное заключение это тот период, который с момента задержания до вступления приговора в законную силу. А насчет осужденных, переведенных в Кыргызской республике для дальнейшего отбывания наказания, зачет времени прописывается в постановлении Верховного суда. Это период только до вступления приговора в законную силу. А время на перевозку с иностранных государств Кыргызской республики засчитывается срок как день за день. Да. Хотя они содержатся в следственных изоляторах. Ну, хотя содержатся там, видите, да? Вот вопрос возникает, да? Все-таки они сидят по приговору Верховного суда, который своим актом подтверждает приговор состоявшегося иностранного государства. Правильно, да? Так точно. Наше решение будет на них распространяться? Ну, получается, нет. Нет. У нас вот, мне вопрос, 431, 14 пункт нерабочий, если будет рассматриваться суд, постановивший приговор. Вот. У нас вопроса по предварительному заключению нету, но возникло только по решению Конституционного суда. Вот, вообще арестованных, ну, которые перемещают, скажем, откуда-то, их сопровождает личное дело, да? Вот какие сведения там находятся в этом личном деле? В личном деле есть все судебные решения, с протокол задержания. Там и тоже... вот, когда он был задержан, да, где содержался, все скажем, там вот даже если перемещался, то все эти отметки там должны иметься, да, где-то? Все данные есть о пребывании осужденного, в каких местах, в какое время содержался. Даже в пути, где он находился, да, каким образом, такие данные тоже имеются? Есть, там, есть, да? Так точно. Да, пожалуйста. Нет, сейчас обращаюсь сторона. Есть вопросы к представителю? Нет, уважаемый, нет вопросов. Нет вопросов. Самат Хаштабекович. Коллеги, пожалуйста, читайте. Мне вот все-таки интересно технически, да, вот как пункт 14 работает, как мы сказали, 431 статьи. Было сказано о том, что вот вы в данном случае, да, комиссия специальная, уполномоченный орган пересчитывает зачет. Как взаимоотношения с судом здесь выстраивается? Мы считаем предварительное заключение с начала срока наказания до вступления приговора в законную силу. Вот этот период считается как бы. То есть человек к вам привозят, да, в учреждение вместе с его делом, и вы начинаете его считать окончательно? Да. Там все прописано. В случае, да, вот смотрите, в случае тогда получается, есть приговор первой инстанции, вы посчитали срок,
но потом, мы сказали, был пересмотр во второй инстанции, в апелляции, потом он еще сходил, как мы сказали, в кассацию. Вот Приговоры- эти случаи, получается, вы потом пересчитываете, да? Приговор апелляционной инстанции прописывается в результативной части, что приговор вступил в силу, может быть обжалован в кассационном порядке. Мы считаем вот этот период внезапно. То есть вы один раз считаете и все, Все, да. и все. Ну, продолжение этого вопроса. Вот вы получили, да, документы, там всего лишь указано в резолютивной части приговора суда, там, приговорить к лишению свободы сроком там, Да. ну, вот, скажем, на 5 лет, да, а в последующем, чтобы зачесть вот до вступления приговора в законную силу, вот это все зачесть, это уже ложится на вас, да? Да, так. На вас, и вы определяете время, когда это зависит просто, вы определяете время, когда он должен быть освобожден или как? Там мы Какая отметка? подсчет Вот, производим, определяем. как это работает? Ну, чистая арифметика это. Исчисление срока наказания указано в приговоре суда. С учетом 61-го, ну вот, предварительного заключения, мы определяем срок окончания отбытия наказания. Все. А по какой причине, вот, например, тех наших граждан, которые, их сейчас немалое количество, насколько мы понимаем, да, все, немалое количество, осужденных в других странах, имеется в виду, по какой причине не зачитывается или зачитывается все-таки? Зачитывается, потому что они-то там все время в следственных изоляторах содержатся. Но Генеральная прокуратура занимается по международным правовым отношениям. Но мы исполняем решение Верховного суда только. Все осужденные, которые пребывают в Кыргызской А республике. в решениях Верховного суда обозначается, Да, вот, обозначается. что подлежит зачету или что не подлежит, Есть, этот вопрос есть, решается, да? решается. Ну, Проблема. ясно, ясно, хорошо. Нет вопросов, присаживайтесь.